Актуальный вопрос. Гость студии Юлия Коваленко, заместитель начальника Златоустовского отдела управления Росреестра по Челябинской области. Осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В частности, в ее компетенции проверка законности сделок и юридической силы представленных документов. Актуальный вопрос. Изменения в законодательстве в области государственной регистрации права на недвижимое имущество. Актуальный вопрос. С 1 октября 2013 года вступили в силу изменения, касающиеся государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета. Данные изменения упростили процедуру государственной регистрации, а граждане получили дополнительные инструменты по защите права собственности. Так, например, собственники получили возможность заявить о невозможности проведения регистрации со своим недвижимым имуществом без личного участия. Теперь каждый владелец недвижимости может подать заявление о том, что сделки с его имуществом будут производиться только при его личном участии. Данное новшество должно снизить число мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых представителями по доверенности. Собственники могут подать подобное заявление как в Златоустовском отделе управления Росреестра по Челябинской области, так и в многофункциональном центре округа. Еще одно нововведение должно повысить гарантии безопасности для участников сделок с недвижимостью. Это случаи, когда, к примеру, покупатель недвижимости не в полном объеме выполнил обязательства перед продавцом. К примеру, не до конца рассчитался за приобретенный объект. В этой ситуации предыдущий собственник недвижимости также получил возможность заявить возражение в отношении зарегистрированного права на его объект. Его мнение будет внесено в единый государственный реестр прав. Заявление на данное возражение также можно подать как в Златоустовский отдел, так и в многофункциональный центр. Кроме того, необходимо обратить внимание жителей города, что с 1 октября 2013 года процедура государственной регистрации права на собственность будет производиться только после оплаты государственной пошлины. В противном случае, по истечении 18 календарных дней, документы будут возвращаться заявителям без рассмотрения. Актуальный вопрос. При приеме документов на государственную регистрацию предоставление кадастровых паспортов не требуется. Такой документ будет запрашиваться государственным регистратором самостоятельно. Исключения составляют вновь построенные здания, которые еще не успели поставить на кадастровый учет. Актуальный вопрос. Любой покупатель хотел бы иметь полную информацию о приобретаемом объекте, наличие обременений и права притязаний. Согласно закону о государственной регистрации прав, сведения, содержащиеся в ЕГРП, являются общедоступными и предоставляются по запросам любых лиц. Такие запросы можно направлять в любой территориальный орган по государственной регистрации. К примеру, общедоступные сведения об объекте недвижимости, находящемуся в городе Челябинске или, например, в городе Москва, может получить любой обратившийся в Златоустовский отдел. Исключения составляют сведения, доступ к которым ограничен. Это информация, которая несет персонифицированные данные. Актуальный вопрос. С июля 2012 года на официальном сайте Росреестра действует электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу». Данный сервис позволяет в режиме реального времени пользователям, получившим уникальные коды, так называемые ключи доступа, осуществлять поиск, просмотр общедоступных сведений об объекте недвижимого имущества, а также с использованием электронной цифровой подписи запрашивать сведения, доступ к которым ограничен. Ключи доступа могут получить все желающие, обратившись в Златоустовский отдел по адресу улица Скворцова, 32, второй этаж, кабинет номер 1.